Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях ветераны афганской войны Левин Николай Федорович и Курмакаев Ремзи Харасович. Нам очень приятно вас видеть в преддверии юбилейной даты 30-летия со дня вывода войск в Афганистане. Ну и для начала давайте расскажем нашим землякам о вас. Когда и где вы родились, Николай Федорович? Добрый день. Я родился 11 января 1959 года, тогда оно называлось село Радищево, Радищевского района Ульяновской области. Вот. В 1976 году окончил Радищевскую среднюю школу. Сейчас она именуется Первая школа имени Героя Советского Союза Полынкина. В 1976 же году поступил в Ульяновское фармацевтическое училище и окончил в 1978 году. И был направлен уже на работу в город Армавир Краснодарского края. Семейно, можно сказать, обстоятельно вернулся на родину. В 1981 году, где-то 17 мая, меня призвали в ряды вооруженных сил, тогда бывшего еще Советского Союза. Попал на Дальний Восток, Амурская область, Архаринский район, станция Кундур, в автомобильный батальон. И когда в 1978 году, когда совершилась революция в Афганистане по просьбе афганского правительства, нас, некоторых часть военнослужащих отправили в город Белогорск, где формировалась бригада. И где-то в феврале мы были отправлены 3 эшелонами. Я попал в 126-й автомобильный батальон, были отправлены в южную точку. Это южная точка нашего тогда еще бывшего Советского Союза. Это Туркмения, город Кушка. Николай Федорович, для многих Афганистан, в представлении многих Афганистан это дикий край. Каким перед вашими глазами до сих пор остается Афганистан? И каково было отношение населения в то время к солдатам? Это очень бедная страна. Я тогда, насколько у меня в памяти осталось, это был 1358, где-то 1359 год, это у них, это где-то 14 век. Страна, на самом деле, она очень бедная. Вот. Но в основном она там чем народ занимался? Это арбузы, овощи. И в основном там преобладал Афганистан, это наркотрафик. В основном занимался, рис выращивали они. В основном эта страна была перевалочной базой, откуда шла вся наркоторговля. Так, на самом деле, народ очень бедный. У них даже, мы ходили, у них даже ни топора не было. Они не знают, что такое домкрат. Они все у нас спрашивали, демократ, а мы сначала не понимали. Плохо же. А потом это что, домкрат им надо. Народ так-то, Бог ее знает. Днем они все нормально, они приветствовали, да. У нас было и тушенка, и все так. А ночью это действительно превращалось в нечто. Не знаю, да. А так, и в отношении у нас были хорошие с ним. Но те, кто служили в Афганистане, обычно пытаются замолчать или же недорассказать о том, какие события происходили там на самом деле. Что видели вы своими глазами там? Через что вы проходили? Я еще кратко расскажу. Советские войска вошли в Афганистан по 2 направлениям, чтобы маленько знали. Это Термесское направление, Узбекская ССР, город Термес. Это была основная, откуда шли колонны Пулюхумри, Кундуз, и это город Кабул, это столица Афганской республики. И второе направление это Кандагарское. Заходили с Кушки и дальше Герат, Шиндант, Кандагар. Я вошел в Афганистан. В общем, наша часть с города Белогорск была отправлена. Мы прибыли в Кушку, насколько в память, с 3 эшелонами. Это где-то 17 февраля мы прибыли в Кушку.
И 2 марта нас часть бойцов в количестве 20 человек, которые мы даже друг друга еще не знали, нас отправили с колонны, отправили на расположение нашей части в городе Шинданте, вот, где потом дислоцировался наш автомобильный батальон, и полностью наш батальон пересек границы, полностью на постоянном месте дислокации пересек границу 14 марта. И на второй день наш батальон понес первые потери. Ночью на нас напали, ну там неизвестно, кто и там был. Хорошо, что часовой не заснул вовремя. Если бы часовой заснул, то, считайте, 20 человек, наверное, полностью бы у нас и не было. Ну и он как с поста, я не знаю по какой причине, он в голове до сих пор кружится, только он помнит, слышу в палатке. Пацаны, вставай, басмачно, и пошла стрельба, и из палатки выбежали. И сразу, а куда? Там спереди только арык был, а сзади палатки и все. И один ЗИЛ у нас стоял, 131, который нам оставили. Вот. Ну и за кучу там ко мне легли. Сейчас с Валерией Трещевым, сержант, он сейчас живет на Дальнем Востоке. Вот. И слышим только стон один. И спереди, а там спереди была парадка офицерская, и дальше маленечко арык. Ну и туда с ним подползли. Оказывается, когда во время ночи отдыхали, мы же лежали, автоматы около себя, полностью подсумок, все пристегнуто. Ну, как, что, первый раз в этой стране и в таких условиях. И он вылетел, и когда, видать, в этот арык до туда бежал, это отстрелялся, и, видать, или вставать, или чего, ему в ногу это сквозное ранение в бедро. Ну, и мы его, в общем, доставили в палатку, перевязали. В общем, отправили, недалеко там был госпиталь, отправили в госпиталь. Ну вот это первый раз я попал, на самом деле, я не знаю, как это писать. Но утром пришел руководство, генерал пришел, построили нас там, поблагодарили. От дела, конечно, ничего не осталось, только как он стоял, весь изрешетенный, палатка на кровать ложись, вот так вот палатка, она вся это. Я не знаю, чудом на самом деле. Вот я тогда попал первый раз. Мы возили это стройматериалы, ну, были уже готовы, ну, там уже с Союза шли эшелоны, они в первое время эшелоны, они в общем, приходили в город Мары. Вот мы ездили там, загружались и возили куда, ну, был в Герат мы не возили, Шиндант и Кандагар. Ну, Кандагарское направление, это, к сожалению, очень тяжелое такое было направление, где, можно сказать, это редкий раз, когда колонна проходила, если бы ее не обстреляли. Попадали, вот, я говорю, в Кандагаре, в Герате. Они до того иногда первое время начали уже бордеть, они середку отрезают и начинают нас потихонечку БТР подбивают и начинают потихонечку. А стрелять вообще, нам вообще не видать. Мы вот сидим, нас обычно на постах, вот на перевалах, кто ребята стоял, охраняли перевал, посты. Нас все время, вон, говорит, едут, говорит, смертники. Ну, Рамзи тоже, он водителем был, смертники. Я не знаю, вот в их как, потому что мы служили в разное время, у нас ни бронежилета, ни каски, водитель сидит, ну, совершенно не защищенный, а тем более, если один, я хорошо ездил постоянно, я ездил санинструктором на водовозке, постоянно машина сзади ходила, потому что у нас была колонна ЗИЛов, в первое время ЗИЛы 130, 131, ну, 131 это в основном тягачи, которые на случай, если машину подбивали, или они цепляли, или ее отправляли, потому что освобождать нужно было дорогу. Ну и началась стрельба, и как отстреливались, я не знаю, на как гильза, видать, а под обшивкой мне шиворот залетело, за шиворот, все зажгло там, и представляете, сразу в голове какие-то секунды, и сразу все это, дом, все это как-то, момент, да, как в фильме все это вспоминается. А потом осенью нас переправили на Кабульское направление, потому что там
не хватало. Тогда там же тоже группировка советских войск очень крупная была, и не хватало, в общем, автомобилей, потому что, ну что тут греха таить, их палили каждый день. И вот нас где-то количество 40 человек вместе с машиной, мы через Узбекистан, и зашли. Так получилось, что да, я попал в это по двум направлениям, изъездил, можно сказать, большую часть афганской земли. И мы загрузились, там база была в Учкызыле, если мне память не изменяет. Вот. Недалеко от Термеза, там была очень большая база. Туда и продовольствие, туда и боеприпасы приходили, там и стройматериал. Мы грузились, и с Термеза и пошла колонна, пошла, ну, куда была разнарядка. Пулехамбри, Кундуз, Кабул. Вот. Ну, в Кабульском направлении Рамзи ездил, вот это. Особенно это перевал Саланг, я ее на самом деле, он в душе, наверное, никогда... Это такое направление, ее звали дорогой жизни, дорогой смерти. Это единственное направление, которое... Была единственная дорога, которая соединяла столицу с Кабулом. Вот. Это перевал 4000 над уровнем моря. Это 4 километра. И вот этими серпантинами она пошла. Если посмотреть архивные фотографии, сейчас, да, архив сейчас вскрылся, советский архив сейчас начали вскрывать, сейчас на самом деле народ, наверное, увидит всю правду об этой войне, об афганской войне. Там лежало, ну, Рамзи расскажет, он, ну, немерено машины. Там вообще как на перевал подниматься, если вот одна машина встала, если она дорогу закрыта, все считай. Сталкивали в пропасть, потому что был один выход, чтобы колонна не встала. А еще зилы, ток на перевал начинает под 50, особенно в начале перевала. И все, вот он бензонасос нагреется, не знаешь, что делать. Капот поднял, тряпку намочил, кит на этот капот и лежишь. Ждешь там. Вот. И один рейс получилось так. Запустили с стороны Союза, через перевал запустили нашу колонну, а там до этого задохнулось 78 бойцов. Ну, колонна задохнулась полностью, потому что туннель где-то около, 3 километра где-то, да. Если, она чуть побольше, если с этими считать, как их называют. Ну, с туннеля выезжаешь, и там арки такие стоят, ну, как точно их назвать. Ну, типа отдушины. Да, отдушины, вот. И запустили нас, и запустили с той стороны. Там же обычно та сторона и эта сторона договариваются по рации, и запускали. И как у них получилось, и запустили, запустили нашу колонну, а тут они афганскую, видать, или что. И вот мы до середины туннеля дошли, колонна встала, дышать невозможно, потому что вентиляции, можно сказать, никакой. Свет так вот, лампочка горит, чуть глаза видно. Двигатели работают. Да, двигатели работают, глушит. И все, задыхаться стали. Я помню, я не знаю, чья это команда была. Мы бросаем технику, автоматовую зубу и туда добежали это вообще. Она там перед входом расстелешь, как я вообще не представляю, Барбухан, как ее она перевернулась, на бок упала и все. И нигде ее не объедешь, еще только поднимать или куда-то утаскивать. И вот пока освободили туда-назад. И вот потом уже наши ребята, там в 84-м вроде году, там тоже 180 человек там в этом туннеле тогда. Это вообще. И последний рейс. Шли мы с Союза, тогда встретились так случайно на перевале с Володей Власом, который служил в то время тоже в Афганистане, а живет в поселке Октябрьском. Это невозможно, такая случайная встреча была. И только вот мы с перевала тронулись, а колонна растянулась, машина что-то у нас тогда сломалась. И вот мы остались, 2 машины. Вот водовозки и на полуприцеп Вань Бузажим, молдаванин. Он сейчас, к сожалению, он покойный. Вот. Ну и начали движение, и только с перевала начали спускаться, стали, там уже еще нефтетрубы шли. Вот. Ну там, я помню, небольшой спуск. А у них еще афганцы, у них была своя колонна, инфламаблы, здоровые такие бочки, на МАЗах у них были. Помнишь ты? Вот. И я вообще даже, как-то это все быстро получилось, мы когда уже разгончики набрали, резко этот МАЗ
раз и перекрывать нам дорогу. Ване деваться некуда, Ваня у нас огруженный был сеткой, рябица, еще что-то. Через эти трубы он слетает. Ну, мы не знаешь, что такое, или нервы не выдержали, или что. Ну, этот МАЗ, мы как вылезли, этот МАЗ, что был там у нас. Выпустили, он у нас встал, стал трогаться, уже вырулить, видит, машина слетела. Или к чему это они все сделали, я до сих пор вот для чего, или какая задача у них была для этого. Ну, мы подлетаем этого с правой стороны одного раз, с дверки вытряхнули, к этому подбегаем, водитель тоже за шкирку, за шкиму поставили. Я его бац! Сзади, в затылок она вылетела сквозной через глаз. Ну и пока тут с вами разбирались, мы в МАЗе в кабине посмотрели, заглядывали, а там на спальне, там что делать, а это лежит, он еще живой. Я в кучу у него собрал, все перевязал, кидал в машину, в Пульхумре, как раз вот там автобат Сережка Бадаев, где служил, мы же к их батальон были прикомандированы, а рядом стоял госпиталь, мы туда в госпиталь привозим. Майор выходит, никогда не забыл. Я говорю, мы вот привезли, говорю, дорогой он у нас скончался. А кто его? Я говорю, мы. Ну, что там греха таить? Он говорит, чужим, говорит, его там не бросили. Ну и вот. И все, и нами занялись особисты, а перед землей я думаю, ну все, прощай. Вот я не знаю даже, ротный или кто там тогда помог. Выручили, как я, ну не знаю, они обычно, если расследуют эти дела или что там. В общем, меня отпустили, отправили, потом нас перевели на Кундузское направление, и там ротный меня оставил, потом самолетом отправил в Шиндант. Ротный подписал на увольнение, на 1 мая меня самолетом с Кундуза в Шиндант. И, ну, думаю, все, я на 1 мая домой поеду. Оказывается, еще рано. Был там, я не знаю, он сейчас живой, майор Краснопольский, он меня ну, как он, не особист, а по политработе батальона. И вот он меня на 1,5 месяца, он меня тормознул. Ну, был там за мной грешок один в начале службы. Ну, так он, ну, чисто это. Мы когда ходили в Кушке еще грузиться на базу, грузились в Марах, ну, ребята, они там обычно нас грузили стройбат или кто, ну, вроде, а там же особенно вещей этих было всяких, очки там, ну, вот такие ногтерезки, очки зеркальные, вот, ну, привезите вроде, ё-моё, жалко, что ли, вам, ну, и вот, я и зацепил одни, и когда таможню проходили, а я сам инструктором ездил, ну, и в сумку положил, тебе как-то и без задней мысли, ну, и у нас колонна стоит, а раньше в Кушке по одному пропускали, это в Термезе загоняли в эту машину, бросали, нас строили. Ну и находит, и пошли оформлять. Ты что, смеешься, что ты? Да, как раз он, майор Краснопольский, он еврей по национальности, он как раз с нами в колонне был. Ну и все. Ну, конечно же, там ничего меня не оформляли, они отобрали, не знаю, там, как они решили вопрос. Ну, вот он мне это дело вспомнил, и кличку мне дал, я еще никогда не забуду, Левин контрабандист. Ну, потом, все-таки я 1,5 месяца у меня, да, дежурным по штабу я ходил, и потом он меня отправил на дембель, потому что рота наша стояла в другом направлении. Отправил на дембель. 26-го я уже встал здесь на учет, и началась моя гражданская жизнь. Потом в 82 году вступил в райпо, работал, в 81 году водителем, вот, в 82-м женился, в 83-м окончил курсы на автобус и 15 лет до 2000 года работал водителем автобуса, междугородной перевозки. Ну, а потом по состоянию здоровья работал в пенсионном и до конца, вот до сокращения, работал в пенсионном фонде. Дочь
женат, ну, женат, дочь. В 2003 году возглавил Всероссийский общественный Российский союз ветеранов Афганистана. Ребята меня поставили руководить этой организацией района. В 2007 году у нас еще организовалась одна организация, это Российский союз, Всероссийское общественное движение ветеранов боевого братства. Ну и до 2007 две организации, а потом ее возглавил, сейчас, к сожалению, с нами нет, Морозов Сергей, он возглавил. Жалко, когда ребята уходят, уже нет, 12 человек уже нет. Из 60 человек, которые призывались. И пока на сегодняшний момент возглавляю районный, в общем, Совет ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов Радического района. Дважды был избран депутатом муниципального образования Радический район, 2 созыва. Был помощник депутата Государственной Думы, 1 созыв. Ну и в настоящий момент государство нам преподнесло небольшой подарок. Являюсь в предпенсионном возрасте. Человек предпенсионного возраста. Ремзи Харасович, а Николай Федорович, конечно, довольно-таки часто видимое лицо в районе. Приятно, что вы сегодня у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, тоже немножко о себе. Родился в Радищеве, жил в Богдановке, закончил в Богдановке начальных 3 класса, 4 уже учились в Радищеве с 4 класса, жили в интернате. После школы, после 8-летки, поступил в Хватинское СПТУ на водителя. Отучился 3 года, получил водительское удостоверение. Весной должны были забрать в армию, но забыли. Лето наступило, под осень уже не забирают в армию. Все раньше стыдно было. Да, раньше. Вроде здоровые мужики, а в армию не идут. Подошел к Доркину, Да. начальнику Царство военкомата, сейчас, жалко его нет сейчас. покойному, да. Ну, спросил, почему не забираете меня в армию. Он отвечает, говорит, ты у нас на учете не стоишь, где учился, ты там должен быть на учете в военкомате. Поехал опять в Кулатку, в военкомат. Оказывается, я и там не стою на учете, между Радищевым и Кулаткой. Опять приехал в Радищево, обратился к военкому. Через неделю повестка пришла. Забрали в армию, попал в город Ашхабад, Туркмения, в учебку. Там готовили сержантов, ну, обучали тоже водительскому мастерству. Через 5,5 месяцев все, учебка закончилась, присвоили звание сержанта, и через 1-2 недели отправили в Афганистан. Николай Федорович с улыбкой вспоминает о тех происшествиях, о тех историях, которые были там в Афганистане. Можете ли вы тоже с такой же улыбкой, с такими же приятными, а может быть даже неприятными, а ностальгическими воспоминаниями вспомнить об Афганистане? Что для вас Афганистан? Ну, Афганистан. Какие воспоминания Ну, остались? представь себе, с 20 века попасть в 14 век. Да. Это совсем другая страна, другой век, другие обычаи. Говорили
в Афганистане война, смерть. Первые времена, как попал вот в Афганистан, с Кабула переправили вот уже в часть, 56-ю десантно-штурмовую бригаду, командира отделения и рота десантного обеспечения. Ездили в колоннах, на операции. В бригаде, можно сказать, долго не задерживались. Да, обычно, не знаю, продуктами затариваются. Недели Да. две, и опять в колонну. На недельки 3, ну, на месяц. Ездили вот от нас до Кабула был километров 40, наверное. У нас в бригаде 3 батальона. Один батальон находился между нами, где дислокация была нашей бригады, и между Кабулом, километров 15-20. Вот батальон они жили в уклоне, там с одной стороны горы, асфальт и зеленка. Часто их обстреливали, конечно, и днем, и ночью. Один батальон был в Кабуле, штаб армии охранял. Ездили в Кабул, через перевал Саванг, Пулихумри, Баграм, Харатон. В Харатоне грузились, неделю мы стояли. И обратно в бригаду. Возили продовольствие, также снаряды. Как и поговоришь. Ну, каждый выполнял свою задачу, которая Да. была поставлена перед батальоном, перед ротой. Тяжело было, конечно, когда в колонну вместе с нами попадались снарядники и КАМАЗы. В виде солярку, там керосин или что. Этот ужас, что творил. И было очень жарко, когда вот с ними ездили через эту зеленку. Постоянно был обстрел. Как он говорил уже, они переднюю машину подобьют, середину и сзади, чтобы колонна не могла ни вперед, ни назад. Они тактику меняли, каждый раз у них своя тактика была. И Я все, перебил, колонна да. вставала. Никуда, на обочину нельзя, там мины. Расталкивали в кювет стоячие горевшие машины, ПТРы. И двигались дальше. Особенно вот на Саланг. Тут скала вот такая висит, а там пропасть вот так. Единственный выход, только под колеса ложись и все, больше. И ждешь вот когда, или вертушка, или что там у тебя. Или Да, БТР. когда вот начинался обстрел, колонна вставала, бросали руль, прятались за колеса машины и оттуда уж отстреливались. Плохо что? Мы не видели, откуда они Там стреляют. зеленка, Вот что ничего не плохо. видать, Ничего не видать. зеленка, Мы не они- имеем представления вообще. Они даже деревья сажали, не то что сажали, там где редко, они обвязывали их, и уже такая куча, густая, плотная Да, я маленький его перебью, да. растет. Они обычно, вот, я не знаю как, они даже знали, когда какая колонна идет, какая колонна чего везет. У них своя работала очень хорошо разведка. Вроде наши вот вертушки пролетят, прежде чем колонну пускать, вроде. Наши вертушки прилетят проверить. Но они же Чистота. знали все, да, чисто. И пошла наша колонна, пошла. И на тебе вот. Ну, насчет разведки, вот, часто говорили, что перед тем, как колонна выезжает, там, с Кабула или с какого-нибудь Да. другого города, они по горам делали, ну, там, флажком помашут. Один увидел там за километр, еще какой-нибудь знак подал, что все, колонна выдвигается. Готовиться надо к обстрелу. Двоих потерял, вот, вместе одногодки были, двоих убили. Было очень много жертв, конечно. Потом командование решило, чтобы меньше боевых потерь было, бронировать машины. И вот
У меня был Урал-4320 дизельный. Типа примера начали бронировать машину. Вот мою. Спереди ставили железный щит, металл 10 сантиметров, запаснику, на дверке, чтобы пуль не пробивала. А желез тяжелый, кабина расшатывалась и не в годность приходила. И бросили этим заниматься. Первую машину уж превратили в решето, можно сказать. Как Николай говорил, тентованный Урал был у меня. Там можно хоть рыбу ловить. Да, на самом деле. А чуть детонации, возили снаряд, детонация могла машина взорваться. Второй Урал получил новый. Правда, зимнего исполнения, северного исполнения. Северный вариант. Да, северный вариант. Не знаю, зачем уж в Афганистан, где жара по 50. Я постоянно подался сопровождающим танков. Возил танковые снаряды. Куда танк, туда и я. Отставать было нельзя. По горным рекам, по перевалам. Алихейская операция была. Тоже опять с танками ездил, возил снаряды. Мы уже возвращались. Танк подбили. Подорвался на противотанковой мине. Вот без гусениц, без ничего. Зацепил танк. Километр 20, наверное. Тащил до бригады. Горная река, камни. Ну ничего, вроде дотащил. Еще операция ХОС была. Правда, мы не успели доехать до туда. Пока мы ехали, очень долго ехали. Опять по горной реке. А там уже некого было защищать. Ребята погибли. Призвался 17 октября, 27 ноября уволили. Да, интересно, еще посчитал, сколько в последней машине дыр, думаю. Ну да, расскажи-ка. Посчитал, с водительской, с моей стороны, было только в кабине 36 дыр. Правда, ни одна не попала. Да отстреливаться некогда было. Его на шее повесишь, он мешает. Там, где... Бронежилет на себя не одевали, вешали на дверку. На дверку, да, висел. Это они после. Мы же, они 82 сердце, голову защищало и все. А стреляли, в Кабул ехали, с правой стороны зеленка была. Они со временем. Автомат высунешь и едешь, и стреляешь, а куда стреляешь? Зеленка, да. Зеленка. Подсумок как таковой тоже больно. А он все-таки три рожка ему, и вот он повесишь, если сюда, то он, какую тяжесть в нем был. Ну, говорили, сейчас, назывался лифчик, одевали на себя, ну, типа... Да, и здесь рожки вот. Ну, это потом пошли, да. И рожки. Рожки набирали желательно вот 45-ки. 45-ка, 2 рожка, перевязывали, чтобы не то и дело, было. Да. Отстегнул, перевернул, зарядил, и дальше можно стрелять. С собой возили цинковый ящик. Уже открытый на полике стоит. Там с патронами, там 1000 патронов. Магазины закончились, ну, до Кабула хватало. Там опять рожки заряжали. И через перевал дальше в сторону Союза. Плохо что, да, говорю. Мы же бы не ходили, вот, допустим. Не видать их, вот в чем смысл. Мы не знали куда. И открыты были полностью. Они нас как на ладони, мы вот так вот были у них. Особенно автомобильные войска. Вот я говорю, поэтому нас и звали смертники. Смертники, да.
тем более наливников наливали. Да, наливников, да это вообще, ой, там, полили полностью колоннами. Вот если Едешь интернет по дороге, взять, полностью колонна наливники стоит, да. стоят, Они ждали их совершенно специально. как роза после взрыва. Ну, сейчас сделали армию, он 1 год служит. Это, конечно, несерьезно, смешно. Такое вооружение, все электроника. 1 год это, я считаю, очень мало. Он за 1 год даже не научится там автомат собрать, разобрать или что. Портянь хотя бы научиться вязать. Было так много потерь из-за того еще очень, я так думаю, что мало было солдат, которые вот хотя бы после учебки. Вот меня вот 5,5 месяцев вот гоняли в учебке. И там чему-то я научился, по-любому. Автомат, как заряжать, как чего, там, как себя вести. А с карантина он пришел, молодой парень с карантина, там месяц он отслужил, носки не может одевать, сапоги не может одевать, и его сразу вот в горячие точки. Ну, нас вот как Белогорске сформировали сразу, раз туда. Вот это несерьезно, очень... Ну, нас мы и были, Теремзи. Мы, можно сказать, мы в армию пошли, он пошел. Пусть он пошел на 2 года, ну, попозже на 2 года. Нас уже готовили в школе к этому. У нас такие были, это сейчас, к сожалению, Николай Иванович Можаев, он научил нас, да. Нас по физкультуре, это нас... Я просто, ну это не грубо, может я грубо скажу, но нас гоняли, и мы были, да, мы были заинтересованы в этом, мы как-то стремились к этому. Но почему мы стремились? Ну, потому что после нам в школу приходили участники Великой Отечественной войны, и нам интересно было, мы слушали их, и воспитывались на их фильмах, на их героизме, и афганские, и мы, солдаты афганской войны, я не знаю, мы сначала называли спрятанной войны, а на самом деле сейчас вот когда архивные данные... Не объявленной войны, спрятанной архивные данные, на самом деле наш советский солдатам на самом деле проявил героизм, мужество, стойкость. И самое главное это дружбу. Он никогда не бросал свое в беде. Сам погибал, а он солдат. Нас учили, ну как-то мы были готовы к этому, что ли. Нам попроще, может, было, я не знаю. Это может быть укор нынешнему поколению, что военно-патриотическое воспитание мало ведется. Да? Очень мало ведется, да. Но опять я же говорю, мы вот стараемся, один год армии, это несерьезно, с такой техникой, тем более сейчас снова вооружение идет. Это минимум надо 2-3 года служить. Конечно, люди поддерживали в армии очень. Без поддержки никак нельзя было. Раненым никогда не бросали. Вот перед дембелем уже сегодня-завтра мне выезжать, сидел в парадке, вышивал. И уже до такой степени обнаглели с этой зеленки. Да. Начали бригаду бомбить. А у нас палатки, автоматы были в коптерке, быстро-быстро палатки так редком. Наша палатка была... Ну, каждая рядом палатка, рота, двухъярусные койки. Рот там 300, по 200 человек. У нас рота была 27 человек. Ну, везде, в каждом подразделении свое это. И начали бомбить. И 3 реактивно-зажигательных снаряда, вот, плюс-минус 3-4 метра, и там несколько палаток бы не было, сгорели бы. А они попали, эти снаряды, между палатками. А выбежали из палаток. Там доли секунды, он фырчит, летит. Да. Думаю, сейчас спереди взорвется. И не знаешь, куда, не знаешь. Побежал назад, один парень вперед, наоборот, и попал вот под этот снаряд. Реактивным зажигательным снарядом, как бенгальский, он горит. И особенно я успел обернуться, перед дембелем, вроде что-то кольнуло. А человек загорелся. Схватили вдвоем, там, правда, недалеко, метров 50, наверное, 70, санчасть была. Отвели его туда, ну, потушили, отвели в санчасть, сдали медсестрам, уже собирались уходить, а я в тельняшке был. Ну, развернулся и хотел уйти уже. Медсестра тут говорит: товарищ сержант, у вас спина в крови. Да я говорю, спина-то ладно, там может чуть-чуть царапины, вон, парень, спасайте.
Ну, правда, остановила, чтобы заражение крови там не было или еще что-нибудь. Систему поставили, полежал полчаса. Домой собираться надо. И вот через неделю отправили домой. У каждой войны есть своя история и свой смысл. Вот вы вместе сейчас сидите, вспоминаете эти истории. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, по-вашему, в чем смысл этой войны? За что вы тогда боролись? И за что вы тогда подставляли свою жизнь под эти самые шальные пули? Если честно, да, мы, когда вошли советские войска в Афганистан, если бы мы не зашли, это я свое мнение говорю, у каждого нашего солдат, прошедшего в Афганистан, есть свое мнение. Если бы мы не зашли, там были бы давно американцы, тогда был еще Советский Союз. Вот и считайте, сколько ушло бы на укрепление нашей мощи. Второе это, мы на 10 лет откинули наркотрафик, когда вошли советские войска в Афганистан, наркота вообще оттуда. Потому что это была единственная, и она и сейчас считает, весь наркотрафик идет через Афганистан, потому что там полей немерено посажено. У каждого времени есть своя история. Свои плюсы. И свои нужно это помнить об этом, чтить память об этом. А если мы не будем помнить об этой войне, о другой, о какой истории можно говорить тогда, советского или российского государства? А если тогда мы будем помнить о Великой Отечественной войне, о Афганской, и мне бы хотелось, да, еще у нас чеченская была, спасибо ребятам, нашим детям. На самом деле там чеченским наши дети уже попали воевать. И надо помнить о них и рассказывать нашим внукам, сколько есть, и чтобы чтили память об этом. Тогда будет у России, у нашей будущее. Я надеюсь, это я свое мнение сказал. У нас есть генерал, который нами командовал. И мы, во-первых, мы принимали присягу. Я принял присягу на служение своей отчизны. И мы это выполнили, свои задачи мы выполнили и вышли. Жалко, конечно, да. Наша страна потеряла 15 с лишним тысяч советских солдат. Ульяновская область потеряла у нас 102 человека. Из Ульяновской области не вернулись домой. Вот. И трое, считайте, до сих пор пропавшим без вести. Они не числятся ни в списках погибших, ни в списках этих. Тем более двое с нашего Радищевского района. Это Карпухин Анатолий, которому осталось до дома вот буквально несколько месяцев. И второй это Катков Василий, который подорвался на мине, оттолкнул молодого, а сам лег под нее. Вот и герой. Бог с ней, да. Суть-то не в том, что кого-то наградили, кого-то. Мы на это сейчас не обращаем внимания. Самое главное, нужно помнить о них и чтить их память. Поэтому вот в 2003 году мы задумались тогда. И долго мы, конечно, ее строили, но все-таки мы ее пустили, как этот памятник погибшим ребятам в афганской, чеченской войне. Вот. И мы будем о них помнить, чтобы нам будем до тех пор, пока жив последний солдат, прошедший афганскую войну, чеченскую кампанию. Вот. Ну, Николай Федорович, Рамзи Харасович, вот вы проговорили о том, что тогда попросили, и Советский Союз решил помочь. Ведь может и в наше время случиться такая ситуация, что у России тоже попросят помощи. Как вы считаете, оправдано ли это подставлять своих в защиту чьих-то интересов? По-любому, если вдруг какая-нибудь заварушка опять где-то начнется, если понадобится моя помощь, в любое время дня и ночи. Вообще Россия, она всю жизнь, кто к ней не обращался, мы всю жизнь помогаем. Ну а как, думаю, иначе? Ой, время покажет. Пожелаем молодому поколению, чтобы не было войны, конечно. Никому. Никаких этих войн, ни Афганистан, ни Чечня, ни Сирия там. Ну, и, конечно, быть готовым ко всему. Ну, прежде всего, что, ну как еще? Прежде всего, нужно любить свою родину, уважение, чтобы молодежь уважала старшее поколение,
И чтить память о тех, кто когда-то защищал еще в советское время интерес нашего государства, в наше время ребят, которые защищали интересы в других точках. Ну и равняться, быть достойным прежде всего наших дедов, отцов. Ну еще мне бы хотелось сказать большое спасибо телекомпании «Радище», руководителю и директору Агрофирмы «Дворянская» Юрию Андреевичу Бирюкову, который постоянно нам оказывает содействие, поддержку и приглашает нас. И, в общем, помогает. Большое спасибо ему. И так, что вы нас пригласили. И хотел бы также поздравить всех своих боевых братьев с 30-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Да, путь далекий. Ну что же, мы будем помнить об этом до тех, пока, я уже говорил, будет жив последний солдат в Афганистане. И хотелось также поздравить с Днем Защитника Отечества своих. Мы их считаем младшие братья, это ветераны чеченской кампании. На самом деле там уже проявили свое мужество наши дети, потому что очень много, которыми я их знаю, они дети, с которыми я учился в школе. Ну и, конечно, мужское наше, прежде всего мужчин наших. У нас ведь скоро еще День защитника Отечества. Всех мы поздравляем. Всероссийское общественное движение ветеранов, боевое братство, Российский союз ветеранов Афганистана и, конечно же, Совет ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов Радищевского района. Поздравляем все мужское наше население с Днем Защитника Отечества. Удачи, здоровья, благополучия. И самое главное, чтобы наша страна была самой сильной, какая она была до этого, и, я надеюсь, будет. И, спасибо.